Uzbekistan has some of the most repressive. 13 октября Комиссия США по международной религиозной свободе опубликовала очередной отчет по Узбекистану под названием «Религиозные и политические заключенные Узбекистана. Искоренить репрессивную практику». Согласно данным отчета, количество осужденных за свои религиозные убеждения достигает более 2000 человек. В отчете отмечается, что Узбекистан является страной, где содержится намного больше осужденных по религиозным мотивам, чем во всех бывших советских республиках вместе взятых. И это один из самых высоких показателей в мире. Хотя половина или более осужденных, приговоренных к лишению свободы во время правления Каримова, были освобождены или помилованы, в тюрьмах страны все еще находятся тысячи заключенных за веру, которые отбыли более 20 лет от срока своего уголовного наказания, что делает их религиозными заключенными, отбывающими самые длительные сроки заключения в мире, говорится в отчете. That is very positive. I also should note that religious freedom in Uzbekistan over the past. Как сообщил автор отчета, докладчик Конгресса США по правам человека в Центральной Азии Стив Свердлов, им удалось подтвердить личность 81 религиозного заключенного, большинство которых были подвергнуты пыткам и унижающим человеческое достоинство наказаниям. Свердлов обратил внимание на то, что большинство из осужденных за веру были обвинены узбекским режимом в совершении особо тяжких преступлений, таких как попытка свержения конституционного строя в стране, хранение и распространение запрещенной литературы и членство в запрещенных группировках. Согласно мнению авторов отчета, самое важное заключается в том, что у властей не было никаких доказательств для предъявления подобных обвинений 81 заключенному по религиозным мотивам, личности которых удалось установить. Каждый год аресту подвергаются десятки подозреваемых в членстве в Хизбут-Тахрир. Так же, как и во время правления Каримова, власти продолжают арестовывать подозреваемых приверженцев Хизбут-Тахрир и других запрещенных групп, основываясь при этом на идеях задержанных, а не на доказательствах причастности к насилию или попытке насилия, отмечает докладчик Конгресса США. About the role of the security services and their influence still over Uzbekistan's largely.